свернул. Самосвал влупил. Ну, самосвал тут мучится, блин, дай бог. Что он тут? Chevrolet Lanos впечатал. Нормально. Я думаю, что за пробочка? Вроде ехали нормально. Уже до базы доехали. Сейчас там пятачок крутанем. И все, и заезжаем. Уже вот темнеет. Время, как я и говорил, в 9 закончили работу. Закатились мы на ТО. Ну, там сейчас доделают что-то и займутся нашим авто. Хорошо на своей базе быть. Взяли смазки для седла, лампочек на габариты. Вот наше авто знакомое. Сейчас пойдем прицепик. Сейчас я потом. Я зерну того. Вот напарник наш получает машину. Сейчас на ТО успеем получить все главное, что заказали. Пойдем подметем прицепики. Мусор убрать убрали, а пенопласт их не остался. Ах, пылище тут, кошмарно. Ногу ставишь, все ноги серые уже. Вот наш прицепик. Дошли до него. Шик. Погодка хорошая, солнышко. Не очень грязно, но все равно. Хоп. Установлю камеру, чтобы не ходить с ней. Ну вот и все. Сколько мусора. Сколько много мусора. Фу. Аж камера запылилась. Володя, наш напарник, вчера приехал. Дали ему реф.
тоже стоял бесхозный. Поэтому тоже будет ездить один на рэпе. Все готово. Прицепик готов. Вон коллега на погрузку поехал, наверное. Вот машинку, которую он принимает, R500. Вот, посвежее, посвежее. Как баки маленькие. Диски, литье, блин, мощь. Она прям начистить, они прям горят офигенно чистенько, когда блестят прям. Испробуем наш мастерочек. Чтобы не пачкаться. Нашу баночку. Ну, тут какие-то уже палок уже насовали каких-то. Фанерки уже там. Вот видите, да, как аккуратненько, все чистенько. Оп. Оп. Да, это вонючий селидол. Графитовая смазка получше пахнет. Все равно изгадился, испачкал палец, блин. Вот так вот, не пачкаясь, ничего, раз, все чистенько и культурно. Берем крышечку. Оп. Аккуратненько закручиваем, все чистенькая банка. Возьмем еще чуть-чуть селедолечка, размажем сразу. Чуть подмажем края. Края быстрее всего высыхают. Смазка там выходит быстрее всего. Вот видно, да? Здесь вот не блестит. Центр, если блестит, а край не блестит. Седольчик надо сейчас будет в полуприцеп отнести в рундук. Вот. Надо будет его как-нибудь почистить полностью. Прям вычистить. Так, все. Здесь лежит, сейчас мы возьмем тряпочку, вытрем. И вот нам дали фильтр салона. Последний в роле. И у нас тряпочка. Оп, вот тряпочка. Правда, тряпочку придется выкинуть. Но так, чик-чик.
Раз, раз. Хоп. Хоп. И все, никаких палок, деревяшек, блин. Никаких. Короче, ничего. И почистить удобно, и... Ну, ручку, конечно, лучше не пачкать. Ручка, потому что прорезиненная. И с нее плохо стирается. Ну, в принципе, нормально, все чистенько. О, все. Положим на место. Маус лежит. Здесь коробочки. Вложил ее вместе с шуруповертом. Ничего не мешает. Ага. Сейчас уложим все. Раз и два. Все готово. Так, фильтр салона давайте сразу поставим. Туда обойдем, перчатки положим. Чик. Ловись. Так. Хоба. Так. Ну, пойдемте возьмем отверточку. Маленькую. Такая. Вот он наш фильтр, черный фильтр салона. Он уже весь писец, весь писец. А вот какой он должен быть. Видите, да? Разницу. Вот так вот. Оп. И вставляем. Вот и все. Время 19:30. Мы уже слетали, загрузились и мчим на Новосибирск. Вот это я понимаю скорость погрузки, разгрузки, оформления документов. Приехал в 4 и в 7 уже забрал документы. Хотя довольно-таки большой центр погрузочный. Везем неалкогольную продукцию, лимонадики в банках, там, бутылках. Едем аккуратненько и не торопимся. Вот мини-гранда, видите, стало. Форд садил ей. Дверка осталась. Пролетели Кемерово. А вот тут такая красотища. Желтые поля. Что там, блядь? Что потерял, блядь?
все расцвели. Будут такие же, наверное, синие-синие прям. Вот так вот так. Красиво. Идем, гуляем. Вот такой пейзаж. Между Читой и Сковородино. Короче, от Читы проехали 500 км. 500 км. И вон валяются наши запчасти от диффузора на асфальте. Сломался, короче, вентилятор. Разлетелся диффузор. Ну и, конечно, пострадал радиатор у нас. Связи здесь шляпа. О, на ту, вот там тормозная горка. Туда даже наверх сходил. Связи вообще. Не то, что палочек нету ни одной. Вообще там просто крест со связи. Сейчас машинка остынет. Зальем водички. Зальем водички. Зато так красиво тут. Хорошо. Зальем водички. Нашел я там, где текет с правой стороны. Блин, ну так неудобно. Лучше бы трубку перебил на самом радиаторе. А там прям... край радиатора. И где трубки впаяны. Именно в том месте. Блин, даже не знаю. Папа, блин. Мне кажется, не получится зажать. Я думал, трубку. Ну, трубочки, которые идут. Думал, разломаю и закручу ее. В одном месте течет. Бля. Можно было куда-нибудь доехать. Хоть потихонечку так. Без оборотов. Но, увы. И позвонить нам некому. И некуда. Точнее, есть куда. Но не звонится. Так. Стоим вот перед мостом. Там он тоже горка и поворот. Стояночки еще, видать, долго не будет. Совсем недавно проезжали стоянку. Сейчас будем что-нибудь думать. Сейчас машинка остынет, потому что все горячее. Мотор. Здесь, в принципе, 21 градус. Ехали. Но ветер прохладненький, прохладненький. Так что сейчас, думаю, быстренько у нас все это дело остынет. Ну, не быстренько, но остынет. Вот как-то вот так. Диффузор валяется. Вытащил я остатки. Вот так вот погрызло вентилятор. С таким, конечно, ехать нельзя будет. Будет вибрация. Шкипер забьет. Ну так доехать куда-то будет сложно. А пробило вот с этой стороны прям в углу. Насол перестал течь, антифриз. Так, сейчас посмотрим, что будет. Позвонили колонному логисту, все доложили, все сказали. Вон, водичка с радиатора бежит. Сейчас опять пошел, залил, расцепился. С Читы вышла машина и эвакуатор. Машина заберет у нас прицеп, а мы ее прицеп заберем к
Только что они там не оставили прицеп, конечно, на этом, на стояночке где-то в Чите. Ну это ладно. Ой. Самим там не сделать. Дырка непонятно где-то в корпусе. Разбирал, смотрел. Вот это. Вода течет у нас где-то с родников. Здесь пошел он, помылся, обмылся, умылся холодненько водой. Сейчас отдадим прицеп, полуприцеп, отдадим документики от него и документики на груз.